А после Донбасса и наших в Крыму я мысль оголяю до сути. Я русский забыл бы уже потому, что им разговаривал Путин. Сегодня в гостях у программы «Крымский вопрос» автор этих строк, поэт, русский поэт Андрей Орлов. Творческий псевдоним, многие знают его как Орлушу. Андрей приехал в Киев из Москвы. Селям алейкум, Андрей. Я не настолько забыл русский язык, это был поэтический образ, но идеи такие были. Но вот просто по ощущениям, вот что должен был испытать русский поэт, чтобы написать такие стихи, такие резкие стихи? Ну, это, понимаешь, это сильный образ, который опирается на Маяковского. Это скорее такой способ привлечь через цитату внимание к проблеме о том, что вполне возможно, что скоро этим языком в мире разговаривать будет там не всегда удобно. Если так пойдет дальше. Андрей, вот после этого стихотворения и других стихотворений ты почувствовал себя отчуждение к себе со стороны публики в России? Или со стороны коллег или друзей каких-то? Ну, со стороны друзей однозначно нет, потому что большинство моих друзей, которых ты знаешь, например, хорошо, в общем-то, разделяют часто мои позиции. Конечно, особенно после стихотворения по «Реквием» по Боингу MH17, который написан был в прошлом году через день после того, как случилась трагедия, меня начали обвинять в том, что я якобы извиняюсь за то, что я русский, извиняюсь, и что мне стыдно быть русским. Там этого не сказано. Скорее, я извиняюсь за то, что сделала страна, и не извиняюсь, скорее, а прошу прощения за то, что сделала страна, гражданином которой я по праву рождения являюсь. Андрей, я знаю, ты любишь очень Крым, и с самой юности бывал в Крыму и продолжаешь туда ездить. Вот как бы ты ответил на вопрос, чей Крым? Ну, я бы ответил: Крым мой. И я думаю, что очень многие люди в Крыму скажут то же самое. То есть я, если я первый раз там был, когда мне было лет 7, наверное, да, но потом со студенческих лет мы ездили туда иногда по несколько раз в год. Мы отмечали Новый год в Крыму, мы там ездили, мы снимались в кино, мы влюблялись в девушек, мы купались голышом, мы пили Мадеру, мы ели чебуреки, то есть все, что мог дать Крым молодому растущему студенческому организму, мы получили сполна. А что-то изменилось после того, как, так сказать, стал Крым наш? Ты же был после аннексии в Крыму? Я был в гостях, я был в Коктебеле несколько раз, в гостях у своих друзей, у которых там дома на 40-х годов. Это, например, семья Сережи Цыгаля, дом, который они там обживали с Любой Полищук, его женой трагически ушедшей. Это дома очень многих моих друзей в Коктебеле, потому что там коммуна москвичей была вне зависимости от какой-то территориальной принадлежности Крыма. То есть они всегда там были, они всегда ходили там на гору Волошина, они знали, рисовали это место и, конечно же, любили и будут любить всегда. Но какая сейчас атмосфера в Крыму? Ты же был этим летом? Какие твои Летом ощущения? я был зимой, но ощущения какие? Народ ноет. Так, причем ноет с двумя настроениями. Одни ноют, что сейчас бы мы, может быть, проголосовали по-другому, таких меньше. Но и многие очень ноют на тему того, что ничего, еще лет 40 потерпим, потом все будет хорошо. То есть такая, знаешь, уже совершенно такая смирившаяся позиция, которая доказывает, что иногда после пропаганды и после того, как напугают несуществующими, или существующими, народ-то не знает, фашистами, ножиками кривыми татарскими и чем-то, то народ готов терпеть и нищету, и голод, и отсутствие туристов, потому что верит в то, чем их пугают. То есть таких я тоже видел. А когда впервые ты узнал о крымских татарах, и что ты о них знаешь сейчас? Узнал-то я, скорее всего, наверное, из каких-то стереотипов. У нас во дворе, я помню, я рос в Челябинске, во дворе дворник был, семья дяди Малика, и они говорили, что дети говорят, ничего, мы здесь недолго, мы домой в Крым поедем. Они говорили,
хотя в Крыму никогда не были. Ну, то есть это вот мои 6-7 лет, это там 63-64 год. А потом время от времени наталкивался, ну как, я не говорю, я историей увлекаюсь и в детстве увлекался. Но могу сказать, что одна из занятных историй, это когда мы провожали в начале 70-х годов, мы учились в школе, в классе в 8-м, наверное, и наши друзья-евреи отъезжали в Израиль. И как-то для нас, русских, это было такое, ну как, провожали людей, ну как в могилу. Ты понимаешь, что ты их никогда больше не увидишь, что был у тебя друг, а завтра его не будет. И мы ходили, там были какие-то веселые праздники возле синагоги. И иногда в аэропорту, я помню, что мы пели песни протеста. Тогда вот как-то все выстраивались на кругу, очень серьезные. И как черные портеры в Мехико поднимали в черных печатках руки и пели разные переделанные еврейские песенки, переделанные на юмористический манер. Сейчас я знаю, что часть из них писал Юса Лешковский, например. Так одна из песен звучала так. Это 72-й год. Крым, Крым, татарам. На мелодию Хаванагила. Крым, Крым, татарам, Крым, Крым, татарам, Крым, Крым, татарам, армянам, Карабах. Нам, евреям, остальное, нам, евреям, остальное. То есть лозунги Крым-татарам вот я лично произносил под строгие взгляды милиции в 72 году. И ничего, жив-здоров. А вот сейчас тебя внесли в так называемые белые списки артистов, которым разрешен... Не артистов, а деятелей культуры. световых деятелей культуры. Да. Деятели культуры мира. Так что давай так, артисты. Да, это я говорю. Ну, артист в широком смысле слова, деятель культуры же тоже, правильно? Ну и как ты себя чувствуешь в этом В такой списке? компании, я с этой компанией куда угодно. Хоть на нудистский пляж в Крыму, хоть в ресторан какой-нибудь в Чебуречную на Байдарских воротах. Это чудесная компания. Там Шварценеггер, Альмодовар, Мила Йовович. Это тоже для пляжа, по-моему, чудесная компания. То есть мы, там написано, что однозначно сказали нет аннексии Крыма. 50 очень, могу тебе сказать, приличных людей. Другое дело, что их никого не спросили, чтобы в этот список включить. И, например, Лия Ахеджакова очень переживает, что у нее, она там не юная актриса, у нее раскидывают листовки на концертах начали. Ну, такая, можно сказать, дело, наверное, печатать только черные списки нельзя. Наверное, белые тоже. Но я бы на месте все-таки министерства спросил бы тех, кого включать. Ну, чиновники не всегда спрашивают нигде. ну, я сегодня, что им кстати, делать. встречался с министром культуры Украины. Произвел на меня очень хорошее впечатление. И мы договорились, что, по крайней мере, благодаря какой-то поддержке, какая-то польза должна быть от списков, мы с Михаилом Ефремовым и Андреем Васильевым приедем в Украину уже в октябре-ноябре с гастролями проекта «Господин хороший», где Миша Ефремов читает мои стихи. Ты сказал про листовки на концерте Ахеджаковой, что она действительно, женщина не юная, переживает из-за этого сильно. Она переживает, но никогда не пойдет на попятную. Она не юная, Нет, но очень она твердая, мощный смелая человек, женщина. да. А на твоих концертах есть выкрики «Крым наш», там «Уйди со сцены, предатель», листовки, там какие-то пикеты? Нет, на моих концертах, даже на концертах, где такая общая нефейсбучная аудитория. У нас были концерты, залы по 3000 человек в Москве. Это Крокус Сити Холл, самый большой коммерческий зал. Или Барвиха Лакшери Виллидж. То есть такой, который находится в сердце путинской Рублевки. Да. Нет, они помалкивают. Но у нас же были, там у нас были номера про фильм «Крым. Путь на родину» или «Возвращение домой». Вот этот, вот где Путин рассказывал, как Крым присоединяли. Вот там на мои стишки исполнял Ефремов на мелодию, он был в гриме Высоцкого, на мелодию «Ой, Вань, гляди, какие клоуны», там «Ой, Вов, гляди, какие пляжики». Нет, я ей-богу закричу, это кто там в камуфляжике, я, Вов, такого же хочу. Ну, то есть, и там, послушай, Зин, не трогай Путина, какой не есть он гарант. Ну, то есть, и вот такие, или там под Маяковского, если крымскую тему вспоминать, она у нас в концертах идет постоянно, там было, что такое хорошо и что такое плохо, был стишок, который, тоже по Маяковскому. Там начинался он словами: «Хрен с бугра к отцу пришел, в Кремль пролез пройдоха, и спросил, а хорошо, что живем мы плохо?» И вот дальше, через несколько вопросов,
там, о гомосексуалистах, перешли к вопросу Крыма. И там, значит, так, мальчик по дорожке шел, прогуляться просто. И нечаянно нашел Крымский полуостров. Он его к своей стране присоединяет. Объясните, дети, мне, как он поступает. Объясняю всей душой, те, кто против гады, брать чужое хорошо, если очень надо. То есть так вот в стихах от имени Гаранта, к которому пришел мальчик, объясняется причина «надо, значит, мое». Ну, мне кажется, учитывая аудиторию, действительно такие обеспеченные люди, кругом Барвиха, там, Рублевка и так далее. А как хлопать-то этому? Не страшно? Люди, может быть, сидели так вот, боялись? Ну, они так, а с каждым следующим хихи они ребята, ну, в конце как-то уже... То есть, в принципе, против Нет, ну, вы, пропаганды конечно... есть оружие какое-то? Ну, смех – это всегда оружие. Смех – это оружие довольно сильное, потому что смех помогает людям, я думаю, и мирно жить, и воевать. Ну и, конечно, это индикатор того, если идет огромный зажим. Вот сейчас же опять появились в огромном количестве анекдоты, которых довольно долгое время, ну, при начале Да, но путинской они власти... многие перефразированы, в принципе, Нет, со ну, старых. со старых, потом появились кальки с американских, а сейчас уже вполне себе такие опять появляются вполне себе внутри страны рожденные анекдоты. Ну вот как по ощущениям? Вот просто в Украине часто задают вопрос, у людей вот такие круглые глаза, говорят, неужели правда 86% поддержки политики там, с аннексией Крыма, с Донбассом и так далее? По ощущениям твоим, вот ну, так это или нет все-таки? Знаешь, у меня есть ощущение, что 86% поддержки – это 80% ожидаемого ответа на вопрос, поддерживаете ли вы. Представь, какое количество людей задействовано, ну, будь то бюджетная сфера, там, органы власти, органы там, милиции, полиции, всяких пожарных. То есть все, кто получает из бюджета деньги, они боятся, что любое сказанное слово может быть использовано против них. Так же, как они выходят на митинги, там, ничего не думая за отгулы, то же самое, его спрашивают там. Я думаю, что вот этот внутренний цензор, который намного сильнее бывает цензора внешнего, ты знаешь, по работе в газете, Да. что иногда это не запрещено. Вот мы показываем как раз с Ефремовым, что запрета нет. Потому что мы можем договорить, там, ну, можно сказать, пока, потому что в любой момент может все измениться, но мы показываем, что, в принципе, вы думаете, так нельзя. Никаких разрешений мы не получали. Мы работаем в театре эстрады напротив Кремля, мы работаем в больших залах. Ну, не так часто, как нам хотелось бы по нашей жадности артистической. Вот я хотел, Андрей, спросить как раз про вот эту меру смелости. Сейчас в Крыму, ну там на самом деле ситуация хуже, чем в России, потому что там репрессии осязаемы. Там приходят домой, там делают обыски, там вызывают ФСБ, вызывают Следственный комитет, вручают всякие предупреждения, повестки и так далее. И у многих людей, которые имеют другую точку зрения, да, у них какое-то оцепенение. Вот как себя в этой ситуации вести? Ты тоже беседовал с людьми в Крыму с разными, и с крымскими татарами, и с любыми. Вот Ну как? да, ну, там истории бывают замечательные, потому что у меня там полно знакомых. Ну, я, например, там много лет езжу с одним водителем. Ну, таксисты знакомые. Таксисты же всегда знают все. Ты понимаешь, да? Это как в Крыму татары-водители, это примерно то, что в Сочи армянские такси. То есть они знают все про всех и всегда. Так вот, один мой знакомый из Коктебеля или Старого Крыма, я сейчас не помню, где он живет, ну, там где-то между ними болтается все время. И он говорит: ты знаешь, мне недавно, Андрюша, мне недавно принесли грамоту. И какую? За участие в присоединении Крыма. Он говорит, и за патриотизм. Я говорю, почему медаль не дали? Говорит, медали все раздали еще там у Джанкоя, сюда не довезлось, потому что давай. А говорит, а что это такое? Ну, за патриотизм. Он говорит, ну, мой патриотизм. Я, говорит, эту грамоту принял, даже на стенку хвалишь, потому что патриотизм, я считаю, то, что мы возили еду в эти самые блокированные бригады украинской армии и кормили их, и потом там что-то помогали семьям, возили. Понимаешь, да, что патриотизм... Даже я видел патриотизм, когда в новогоднюю ночь этого года, в час ночи, во многих очень кафешках вдоль Феодосийской там, или Керченской трассы, салют был в час ночи, мы ехали, из кафе звучал гимн Украины, и когда мы зашли за сигаретами, там вполне себе выступал Порошенко, и звучал украинский гимн.
Ну, то есть в то время как, видимо, в это время правоохранители спят или отмечают пьяные, в этот момент ровно, ну, как в полпервой ночи, я как говорил, в советское время, нужно нападать на нашу страну, потому что как раз в полпервой ночи в новогоднюю ночь. А что за история в Севастополе, как ты в кафе ходил? И... Ну это мы... Ну это такая, знаешь, это провокация сродни... Такая веселая провокация на грустную тему. Такой, один раз была известная история, когда Солженицын пришел в магазин валютный, в который нельзя было ходить советским людям, где цены были, ну, они продавалось все за доллары и чеки для дипломатов, какие-то сертификаты серии D. И цена, например, была на колбасу, которой не было не 2,20 колбаса, а, например, 18 копеек килограмм. Ну, слушай, инвалютные какие-то копейки считались. Водка там рубль 8, за литровую бутылку посольской завинчиваешь. И Александр Исаевич, он собрал полную корзину, подкатил к кассе и пытался, и сказал, я хочу заплатить вот этим. На всех советских рублях было написано «обеспечивается всем достоянием государства». И обязательно к приему во всех учреждениях и торговых точках Союза Советского Союза на всей территории СССР. Цена обозначена в рублях, но инвалютных, там ИВ-руб. Там была паника, потом пришел человек в пиджаке, товаровед, видимо, с Лубянки, и говорит, берите деньги. Короче, у него взяли 28 рублей, он унес... Но то же самое, мы сидели в кафе, в ресторане в Севастополе и решили вспомнить обещание Путина сделать совершенно равноправными 3 языка в Крыму. Ну, для начала один из нас знал украинский, попытался заказать по-украински. Сначала мы спросили меню на украинском и на крымско-татарском языках. Он говорит, у нас нет, вы что, с ума сошли? Он говорит, подождите, но Путин сказал, что абсолютное равенство языков. Говорит, Путин сказал. Они даже сделали вид, что они поискали там где-то. Нет, пока не завезли. Потом пытались заказать на украинском, а потом позвали как раз нашего друга-водителя, который сел с нами и попытался заказать там борщ, 100 грамм водки и 2 кусочка хлеба. Нам сказали, значит так, или вы заказываете по-русски, или мы сейчас вызовем полицию. А ты знаешь, что в Крыму сейчас до такого дошло, что там какие-то уже бои уже идут на всех фронтах. И, например, недавно вот был День незалежности Украины, и просто люди поднялись на гору, даже не в центре города, в центре города сразу арестовали, поднялись на гору с украинским флагом и сфотографировались, так их нашли и впаяли по 15 суток. Ну, могли вполне сказать, что они готовили взрыв флага на горе и дать по 18 лет, как ты видишь, по процессу с другими, там, прописанными в Крыму людьми. Не, но сам факт непонятно за что. То есть Знаешь, украинский флаг же не запрещен нигде. Дело в том, что когда мне говорили, у меня была какая-то, ну, то ли футболка олимпийская, то ли еще что-то. Когда мне с нашивкой украинской я шел, когда мне начали говорить, что как вы можете носить эту мерзость, и это же запрещено, у нас же война. Я говорю, во-первых, говорил милиционер, Путин сказал, что войны нет. Он говорит, да ладно. Говорит, а во-вторых, Путин сказал, что Украина братский народ. Он говорит, Путин сказал. А в-третьих, я говорю, посмотри в интернете минские переговоры, где он сидит там, или любые переговоры, где Порошенко, он и стоит российский, украинский флаг. Он говорит, да ладно. Ну, то есть, понимаешь, да, что, по идее, тогда за экстремизм, если арестуют людей, тогда должны, ну, по крайней мере, за экстремизм закрыть посольство Украины, на которое висит флаг. Ну, или культурный центр на Арбате, в котором можно купить футболочки с украинским флагом. Скажи, пожалуйста, сейчас вот такое просто массовое поветрие, деятели культуры, эти артисты наши, значит, ездят на Донбасс и ездят в Крым. Вот сегодня приехал Харатьян туда поднимать культуру, до этого еще кто-то был. Насколько тебе кажется, чего в этом больше, вот в этом порыве? Патриотизма или что-то еще? Ну, Донбасс – это не патриотизм, а желание набрать каких-то очков. Ну, как знаешь, для многих цинично. В свое время было рассчитано, сколько нужно дать в дни Москвы концертов по просьбе какого-нибудь Лужкова, например, чтобы тебе потом дали за государственный счет квартиру. То есть люди годами нарабатывали эти очки.
Я думаю, в Донбассе они тоже думают, что это каким-то образом им зачтется. Ну, будь то там знаниями, гастрольными графиками, заказами на государственные концерты, которые часто... С Крымом история у артистов психологически немножко не такая. В отличие от Донбасса, Крым был для них всегда привычной этой самой концертной площадкой, когда был Украиной. Ну, особенно летом, конечно. Летом, ну, да. конечно, они ездили туда, так же, как и в Киев. Сейчас они удивляются, что их куда-то не пускают в Одессу или в Киев. Потому что говорят, ну как, мы раньше ездили, а теперь... Ну, как-то они не могут связать, что, например, перерезанный шнур около... ну, вот на стене перерезанный электропор шнур каким-то образом влияет на то, что не горит лампочка. Ну, то есть это отдельно, лампочка отдельно. Он может вывернуть, вернуть другую. То есть для них психологическое ощущение, что Крым кому-то принадлежит, его никогда не было у русских. То есть, ну, туда ездили, там были украинские деньги, там были смешные надписи на парикмахерской, для русских, для некоторых смешные. Хотя, скажем, в слове «перукарня» я вижу меньше смешного, чем на серьезе употребляемое слово «парикмахерская», то есть мастерская по изготовлению париков. Ну, то есть это серьезное название, то есть ты идешь в мастерскую по изготовлению париков, или слово «продукты», которое, например, ужасно смешит весь мир. Знаешь об этом? Нет? Потому что продуктами, вот это продукт, вот это продукт. Они не понимают, что там продают, потому что все произведенное называется продуктом. То есть кирпич – это продукт кирпичного производства, пиджак – это продукт текстильного производства. У нас просто продукты. Ну, это советские какие-то штуки. Ну да. Когда все универсализировали. А вообще вот такое... Ты как человек, довольно долго проживший при СССР, бывший пионером, октябренком там, и так далее, и так далее. Есть ощущение дежавю в Крыму, в России? Нет. Почему нет? Ощущение дежавю Все говорят, нет. что Нет. совок возвращается. Совок не вернется уже никогда, потому что люди, которые возвращают, там, скажем, они не представляют уже себе, каким он был в основном. Ну, представь себе, если, скажем, 30-летние еще не закончили школу, когда у власти уже был Путин. Они... Но они как-то хорошо это все воспроизводят. Как будто по картинкам. Как они воспроизводят? Они думают, что «Совок» — это фильм «Стиляги», «Волга кабриолет» и самая песня. Нет, я имею в виду вот эти походы на демонстрации, вот эти прослушивания гимна на пляжах, вот это вот все. Ну, не было в «Совке» прослушивания гимнов на Не пляже. было, да. Вот как-то что они воспроизводят? Ну, в еще нет. более утрированном виде, хотят быть еще большими там патриотами, Нет, я не знаю. к «Совку» это не имеет отношения. Это, ну как, нео. «Совок», вот этот такой, он... в Советском Союзе было у людей, особенно после смерти Сталина, я помню, как у меня воспринимали, потому что родители, как говорили, ну, они жили при Сталине, естественно, и при Хрущеве казалось, что это все намного свободнее. То есть сказали, что были преступления, что были лагеря, что были смерти, то есть это было сказано. Сейчас же даже отрицаются смерти во время сталинских репрессий. Ну, это такая уже... Ну, а как это называется? Некоторые называют там какую-то эпоху постмодерна, еще чего-то. Я в этом не сильно разбираюсь. Вот как вот ты, как поэт, определил бы вот нынешнюю вот эту эпоху? Это эпоха чего? Болото. Болото, которое засасывает. Но на нем есть какие-то красивые образы. Ну, там, не знаю, одна кочка Сталина, одна кочка Ленина, одна кочка там что-то, любые события 20 века. Ну, люди прыгают, потом проваливаются между ними, потому что между ними нет никакой связи. Потому что то, что сейчас, при всем уважении к павшим во Второй мировой войне, то, что сейчас происходит и делается там, в России с этой историей, это выше всякого там, понимания любого человека, который скажет, ну, что-нибудь. Сейчас же ввели уголовную статью за отрицание там, результатов Нюрнбергского процесса или действий армии-победительниц. Ну, то есть ругать может только армия. У меня во дворе на Большой Грузинской в Москве построили детскую площадку, на которой нет ни одной мирной горки. Это там стоит «Катюша», ну, очень, или «Бук». Это недавно? Сейчас. Вот у меня в телефоне после эфира тебе покажу. Ну, поверьте. И там стоит 145-миллиметровая гаубица, по которой дети катаются вниз. Там, значит, качели вот такие. Это 2 самолета. Причем ирония в том, что оба самолета советские. То есть это воздушные бойни друг на друга летят и стреляют. Но вот так. Ты качаешься, например, с другом своей Вовкой или Петькой, и вы как бы друг друга стреляете.
вот потом там песочница, это какой-то тоже грузовик. То есть ни одной девочковой горки там нет такой-то, что там здесь у вас мальчики играют в войну, например, ну, например даже, а вот здесь девочки играют в больницу. Так вот, больницы нет, даже санитарной машины нет. И дети... ну и главная горка, конечно, Кремль. То есть из Кремля время от времени выезжают эти самые... Ракеты? Дети. Танки? Дети на танках? Дети на попе. Но крики «Ура! Огонь! Вперед!» они звучат сейчас... ни во что другое там играть нельзя. Я помню, в моем детстве еще было полно ветеранов живых, то воевали практически все. Там конечно, мужики да. двора. Во дворе Но у всегда нас были. стояла ракета, там маленький деревянный корабль, на котором было написано «Герой», и грузовик, в котором кузов там... Ракета была песочек. космическая, Космическая, да, с не дырками, где мы с тобой могли межконтинентальная. стать Да. там. Раз-два, будь готов, ты Гагарин, я Титов. Что произошло? Что случилось? Но Это идет же- милитаризация сознания. Почему так быстро? Вот ты же, у тебя был период в жизни, когда ты занимался пиаром, да? Да. Тебе эти технологии, в принципе, работая с населением, должны быть знакомы как технологии. Да, Вот что они- происходит? Почему так действует? Почему такое ощущение, что прям моментально все изменилось? Существуют ключевые слова, по которым всегда можно отличить пропагандистскую передачу, будь то российскую и украинскую, от новостной. Это будет интересно нашим зрителям. Значит, смотрите, Крыму. дорогие друзья, включая этот канал, оценивайте как. Если, предположим, в новостной передаче, описывая военные действия, звучат слова, неофициальное обозначение, скажем, на защите Донецкого аэропорта стоит 95-я аэромобильная бригада Вооруженных сил Украины. Как только это звучит таким образом, это новость. Если говорят, что каратели пытаются защитить, как только появляется слово «каратель», «фашист», «изверг», предположим, слово «оккупант» может быть новостным. Слово «злодейские силы оккупантов», как только идет эмоциональная окраска, это уже работает пропаганда. Дорогие зрители телеканала АТР, наша программа подошла к концу. Я благодарен нашему гостю, поэту Андрею Орлову, не только за стихи, за такую интересную беседу, но и за такой ликбез для зрителей антипропагандистский. Привет всем моим крымским друзьям. Их там десятки, многие сейчас меня смотрят. Увидимся с вами в Украине, у вас на верандах. Спасибо, до свидания.